Главные события вторника, 18 июля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Логистика, завоз грузов, строительство культурных и спортивных объектов. Айсан Николаев с рабочим визитом посетил Жиганский район. В Якутии с лесными пожарами помогают бороться сразу 3 самолета-зондировщика. Причем один из них создан на базе АК «Полярная авиалиния». Голодные хищники в городах и поселках. Якутия переживает практически нашествие бурых медведей. Только за первой недели июля косолапые напугали жителей 3 районов. Буря, которую никто не видит. Расскажем, как якутянам бороться с последствиями вспышек на солнце. Все флаги в гости к нам. В Якутске проходит семинар «Визит» делегации стран-участниц 8-х международных игр «Дети Азии». Торгово-логистический центр ведут в Жиганском районе. С ходом его строительства ознакомился в рамках рабочего визита глава Якутии Айсан Николаев. Объект будет включать торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, теплый склад и холодный склад. Строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года. Также глава Якутии поручил ускорить строительство этнокультурного центра ЕГЭ. Объект планируется ввести в декабре текущего года. В центре объекта будет расположен зрительный зал, помещение для просмотра видео и круглый обрядовый зал с очагом посередине. Глава республики проверил и ход строительства нового многофункционального спортзала. В двухэтажном здании будет создано пространство для игровых видов спорта, а также тренажерные и борцовские залы. Главная задача сейчас, чтобы торгово-логистический центр вообще в целом заработал. И, конечно же, еще раз говорю, вот там, где мы эти торгово-логистические центры открываем, мы там видим очень серьезное снижение цен на продовольственные товары. Ну и, конечно же, они должны быть не только местами, где продают товары, да, это должно быть местом, где также и продукцию, которая здесь на месте вырабатывается, ее принимали. Району вместе с правительством республики надо серьезные такие меры принимать по развитию инфраструктуры. Поручения даны уже сегодня и вот по линии авиации, по линии речного транспорта. Уверен, что вот реализация всего этого комплекса мер, конечно же, позволит увеличить и занятость местного населения и повысить доходы. В Якутии с момента вступления в силу закона об едином пособии новая мера государственной поддержки была назначена более 87 тысячам детей и более 3100 беременным женщинам. Отделение Социального фонда России по республике перечислило семьям более 6 миллиардов рублей по данному направлению. Для получения единого пособия нужно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты через портал госуслуг. При этом при подаче документов нужно обратить внимание на установленные критерии, где заявители должны быть гражданами России и проживать на территории страны. Об этом проинформировала руководитель отделения Социального фонда России Марина Герман. В январе-июне 2023 года в Якутии введено 254 тысячи квадратных метров жилья. Это на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Исследование провел Институт развития строительной отрасли. В июне в регионе ввели 32,4 тысячи километров жилья. Это на 18 тысяч квадратных метров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Якутии второй месяц подряд. По данным Росстата, среди 85 регионов России республика занимает 57-е место по показателю ввода жилья за июнь 2023 года. В Сантарском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении арочного гаража муниципального предприятия в марте 2023 года в ходе ссоры с гражданской супругой облил себя бензином и пытался поджечь себя. В результате произошел пожар, огнем уничтоженный арочный гараж и автомобильный транспорт в количестве 11 единиц. Сумма причиненного в том числе частным лицам ущерба составила более 27 миллионов рублей. Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем. Сумма причиненного в том числе частным лицам ущерба составила более 27 миллионов рублей. Обвиняемый получил ожоги лица и руки, ему оказана соответствующая медицинская помощь. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.
Голодные хищники в городах и поселках. Якутия переживает практически нашествие бурых медведей. Только за первые недели июля косолапые напугали дачников в Тампонском районе. Вышли на территорию детского лагеря в Тамоте, помешав заезду очередной смены детей. Медведи посещают турбазы и даже составляют компанию желающим собрать грибы и ягоды. Для последних подобные выезды на природу заканчиваются больничной койкой. Причина животной активности в ареале обитания человека, по словам ученых, заключается в банальном поиске доступного пропитания. Все чаще диких зверей из леса выманивает запах домашних хозяйств, а также свалок, в том числе и несанкционированных. Самое главное – это чистота вокруг поселков, те же свалки, все это, чтобы запахов лишних не было, трупы домашних животных и так далее, все, чтобы это утилизировалось, закапывалось, потому что для него это вот, тухлое, это деликатес для медведя. Ну а чтобы неожиданной встречи с медведем не было и так далее, все же медведь, у него инстинктивно, генетически заложено, что страх перед человеком. Нужно перед тем, как войти в лес, собирать ягоды, надо ходить не тихо, а наоборот издавать заранее шум. Ну а то, чем закончилась ситуация с медведем в детском лагере Тамота, знает наш корреспондент Роман Сливкин. Надо сказать, медведь действительно был, но не на территории лагеря. Происшествие вызвало соответствующий резонанс и реакцию специалистов разных структур. 17 июля, получается, у нас должен происходить заезд на территорию. И в 7:30 поступило сообщение от работников лагеря, что на территорию вышел медведь. После чего мной были оповещены экстренные службы, полиция, Госкомприроды и приглашены специалисты-охотники для разбора данной ситуации. Такое бывает, такое было у нас уже, получается, в 2017 году, тогда нам медведя пришлось убирать. Ну и вот нынче вышел. От специалистов получено заключение, что данный медведь угрозы не приносит. В августе начнется активный сбор ягод и кедровой шишки. К этим местам подтянется и хозяин тайги. Бывалые лесники уже знают основные правила безопасности при встрече с косолапым. Но для тех, кто впервые захочет совершить поход в лес, особенно в этот период, нужно обязательно подготовиться. Ну, по просьбе руководителя лагеря мы приехали на место туда для осмотра, что за медведь. Потому что, зная его повадки, можно определиться, представляет он угрозу или не представляет. Это видно по его поведению, как он там себя вел. Предположительно переплыл с той стороны. Ему надо было на другую сторону речки, он, можно назвать, заблудился. Зашел на территорию, понял, что не туда, спокойно вышел и пошел вверх по речке. Ну, территорию практически обследовали вверх до финских домиков, даже дальше, где заканчивается забор. Там следы не были обнаружены, так там песок был, видно было, что не было медведей. Ниже прошли до ЛЭП, получается. И посмотрели дорогу, которая идет на дачный поселок. На свежих следов не было обнаружено. Так что возможно было то, что медведь мог уплыть обратно, на обратную сторону, ну или ушел через лес. Вот по якутской трассе, да, река, Рига, кормят медведей. Медведица, 2 медвежонка. Вот вам, пожалуйста, человек сам виноват во всех своих бедах. Медведь должен бояться человека, а он практически не боится уже. И поэтому подходит близко к жилью. Кормить медведей нельзя. В данное время детям и взрослым в лагере ничего не угрожает, и заезд второй смены состоится с продлением даты закрытия, где всех ждут только здоровье, хорошая погода и положительные эмоции. Роман Сливкин, Виолетта Сыроветник, Ренат Нахиев, Тамот. Боец специальной военной операции из Якутии Георгий Федоров, близких которого атаковали украинские информационные боты, жив-здоров и едет домой. Якутянин сражался на передовой, 4 месяца не выходил на связь. За это время с его мобильного номера отправлялись звонки и сообщения, что якобы парень мертв. Оказалось, информационную атаку вели украинцы. Друзья Георгия уже посчитали его погибшим. Но парень вернулся с боевых задач живым и невредимым. Вышел на связь с родными, о том, как его номер телефона оказался в руках украинцев, пока неизвестно. По одной из версий, это была информационная вражеская атака. Георгий настоятельно просит доверять только официальной информации и не верить фейковым рассылкам. Приехал с задач, включаю телефон, устанавливаю все, Telegram, и мне начинают писать: «О, привет, дружище, ты живой? Как ты? Тут слух про тебя ходит, что ты 200, что ты пропал». Желаю всем матерям сохранять спокойствие, пока официальной информации нет о том, где ваш сын находится. В
переживать не о чем. Ну, то есть и также не вестись на вот эти вот подозрительные звонки, какие-то обращения, в особенности в интернете. Так что ждите официальной информации у военкомата. В 2021 году для борьбы с лесными пожарами в Якутию был привлечен самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Тогда же главой республики была поставлена задача о создании в республике собственного зондировщика на базе самолета одной из авиакомпаний. В 2023 году самолет полярных авиалиний начал работу на территории республики. О работе самолетов-зондировщиков в Якутии расскажет Александр Хавренко. Спектр применения самолетов-зондировщиков очень широк. Искусственные осадки могут вызываться для сельского хозяйства с целью повышения травостоя. Для транспортной сферы искусственные осадки могут решить проблему с обмелением рек. И, конечно же, самолеты-зондировщики – незаменимые помощники в профилактике лесных пожаров, превентивное увлажнение почвы и в борьбе с уже имеющимися возгораниями. В прошлом году мы начинали 15 мая 2022 года. В этом году чуть поздно, 26-го, первый вылет сделан на усиление осадка. В целом, в прошлом году и в этом году на территории республики мы первый этап очень хорошо удержали. В центральной Якутии сегодня пожаров нету. Это, конечно же, мы не дали повод для начала пожаров. Самолет-зондировщик сам по себе не вызывает осадки и не притягивает к себе облака. Для работы самолета необходимы облака, на которые идет воздействие при помощи отстрела пиропатронов с йодистым серебром, который работает как катализатор для притягивания влаги. Поэтому в ясную безоблачную погоду зондировщики не работают. Но как только гидрометцентр сообщает о наличии ресурсной облачности, самолеты поднимаются в небо. Согласно контракта с ними договоренность, по этой договоренности они изучают облачность, и где есть ресурсные облака, туда вылетает, и где мы планируем увлажнить или понизить класс пожарной опасности в этом районе, начинают работать. Сейчас на территории республики работают 3 самолета-зондировщика, и все их вылеты на сегодняшний день связаны только с работой на тушении пожаров. Они уже отработали 100 часов налета и отстреляли более 3200 пиропатронов. Сейчас самолеты работают над Нерингринским, Алданским и Усть-Майским районами. В ближайшее время они будут переброшены на север – Ваймиконский, Верхнеколымский и Среднеколымский районы. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Один из самых проблемных участков автодороги в Ленске планируется отремонтировать в этом году. Это дорога в аэропорт. На протяжении нескольких лет ленчане ждут реконструкции этого дорожного полотна. Помимо аэропорта, по данному направлению находятся 3 микрорайона и лыжная база. Как сообщили в районной администрации, денежные средства выделены, сейчас ведутся электронные торги, в результате которых будет определен подрядчик. В бюджете предусмотрены финансовые средства в размере 44 миллионов. Сметный расчет произведен. Будет браться наиболее сложный участок, на который поступают жалобы. Это участок от родника до вертолетной площадки. Решили в этом году провести эти работы с окончанием остального отрезка участка в 2024 году. Пакет законопроектов, направленных на урегулирование строительской деятельности, принятый Госдумой в первом чтении, вызвал вопросы у золотопромышленников Якутии. Их опасения связаны с несколькими моментами, которые необходимо разъяснить и доработать. Подробности расскажет Руслан Павлов. После принятия в первом чтении Госдумой старательского закона, как называют его в узких кругах, он вызвал массу вопросов у сообщества золотопромышленников Якутии и Алданского района в частности. Подводные камни обсудили на встрече крупных золотодобытчиков с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой. По мнению представителей отрасли, закон необходимо доработать как минимум по нескольким позициям. Профессиональные добытчики золота, в том числе и наш союз золотопромышленников Якутии, на это с самого начала обращали внимание. Законопроект предусматривает, что этот может быть только индивидуальный предприниматель, который может нанять на работу не более 10 человек. При этом он может использовать технику мощностью до 5 киловатт. При этом мощность или глубина разработки не будет более 5 метров. Возможно, это и будет использовано, хотя я не думаю, что это будет такой массовый поход за золотом, как за грибами с лукошкой.
Опасения вызывает и экологическая безопасность. Порой крупные предприятия не в силах соблюсти все аспекты экологической составляющей при горных работах, а затем произвести рекультивацию отработанных месторождений, не говоря о небольших артелях, а тем более о физических лицах. Очень часто появляется информация по экологическому загрязнению наших рек. Это очень серьезный вопрос. Контрольные, надзорные функции. Конечно, нужно синхронизировать данный законопроект с теми законами и кодексами, которые уже сегодня работают. Земельный, лесной, водный, закон о драгоценных камнях и металлах. Ну, то есть достаточно серьезная доработка требуется. А вот резюме такое, все считают, что в правовое поле эту деятельность надо вводить. Основные задачи, на решение которых направлен законопроект – стимулировать граждан к легальной добыче золота, помочь малому предпринимательству и создать новые рабочие места на территориях, где крупные месторождения золота уже отработаны, озвучивают законопроект в министерствах и ведомствах. Однако промышленники видят и другую сторону медали. Мы всерьез опасаемся, конечно, роста криминала в связи с этим. Потому что одно из очевидных последствий подобных документов, у нас ведь люди достаточно изобретательные, понимают, это возможность легализации того металла, который был в свое время похищен. Предлагается испробовать меры старательского закона в пилотных регионах. Есть предложение отдать приоритет по разработкам местному населению. Впрочем, пока это лишь предложение, а закон ждет второе чтение. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Часто случается так, что мы чувствуем недомогание, боли в голове и суставах без видимых на то причин или предпосылок. В таких случаях первое, что приходит на ум, это начало магнитной бури. Одна из таких началась в первых числах июля и продолжается по сей день. Что же необходимо делать, чтобы избежать нежелательных последствий, узнаем в следующем материале. Магнитные бури – явление обычное и постоянное. Это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания имеют негативное влияние на здоровье людей. Они тормозят кровоток в мелких сосудах, что приводит к кислородному голоданию. В среднем фаза нарастания длится 7 часов, а фаза затухания – несколько суток. Прогнозы делаются на основе полученной информации не только с российских спутников, но и зарубежных. Особенно это распространяется на сердечно-сосудистые заболевания. Почему? Потому что во время магнитной бури проводится все время изменение магнитного поля, величины. И вот при этом уменьшается кровоток, который показывает, что недостаток кислорода у человека. Хуже всего магнитные бури влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В эти дни им настоятельно рекомендуется не пропускать прием лекарств, прописанных врачами, чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий. Ведь во время магнитных бурь увеличивается вязкость крови, что провоцирует тромбообразование, снижение газообмена в тканях и повышение давления. Из-за этого возрастает риск инфарктов, инсультов и мигрений. Также, по данным врачей, инфаркт миокарда и инсульты на 70% связаны с магнитными бурями. Люди, которые страдают ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью сердца, они должны контролировать свое давление и принимать лекарственные препараты, которые назначил врач. Если человек здоровый, если у него нет вот этих вышеперечисленных заболеваний, то не очень-то влияют. Самым простым способом от влияния магнитных бурь всегда будет забота о своем здоровье. Занятия спортом, хороший сон и правильное питание. Во время магнитных бурь рекомендуется пить чистую воду, травяные успокаивающие чаи, есть побольше фруктов и овощей. Ограничить прием соленой, копченой и сладкой пищи. Также меньше пить кофе. Полностью исключить необходимо алкоголь, энергетические напитки и табак. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Вступительные испытания для обучения по программам бакалавриата и специалитета стартовали с 16 июля в Северо-Восточном федеральном университете. Для поступающих на бюджетные места они продлятся до 25 июля, на коммерческие – до 28 августа. По состоянию на 17 июля Центральная приемная комиссия СВФУ получила порядка 20 тысяч заявлений от более 6 тысяч абитуриентов. Профессиональные вступительные испытания сдают поступающие на некоторые направления Института физической культуры и спорта, Педагогического института, Института зарубежной филологии и регионоведения. Творческий экзамен сдают абитуриенты, поступающие на соответствующие специальности. Это архитекторы, журналисты и будущие культурологи.
На трудоустройство несовершеннолетних во время летних каникул в Нерюнгри выделили около 2 миллионов рублей. Более 30 предприятий, учреждений города и поселков уже приняли на работу школьников, желающих с пользой провести свободное время и заработать карманные деньги. Подробнее расскажет Ирина Жданова. 14-летний Константин давно мечтал о новом телефоне. Не стал просить у родителей денег на покупку, решил заработать сам. В компании «Эльга Уголь» работает моя мама. Я узнал, что здесь принимают несовершеннолетних на работу, ну и решил подзаработать. Предприятия заключают договор с Центром занятости о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. В рамках договора за 3 летних месяца в компанию «Эльга Уголь» будут трудоустроены 24 несовершеннолетних ребенка. У нас в компании подростки заняты благоустройством и уборкой территории, оказывают помощь работникам офиса в формировании архива. Обществом созданы все условия для безопасного и эффективного труда. Обеспечено соблюдение норм трудового законодательства. Работа на предприятии не только дает возможность заработать свои личные деньги, но и учит работать в команде, помогает приобрести уверенность, коммуникативные навыки и почувствовать себя независимым. Мне рассказала мама, ей сообщили на работе, что нужны работники. И я решила, что я могу прийти работать. А первую зарплату я потрачу на новый ноутбук. Почти везде условия напоминают смену в летнем трудовом лагере. Ребят формируют по группам, выдают спецодежду. Все работающие получают не только заработную плату от работодателя, но и материальную поддержку от Центра занятости, которая составляет 5915 рублей. Сегодня все уходят у нас в цифровизацию, и мы не исключение. На портале «Работа России» ребята создают резюме, подают заявление. Заявление они подают на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан. Затем наш сотрудник с ними связывается, и они делают отклики на вакансии работодателей, и потом работодатели их принимают на работу. На сегодняшний день школьников готовы трудоустроить 35 работодателей. Сформирован банк вакансий на 330 временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет. Только в июне было принято на работу 170 человек. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Жители Якутии уже несколько лет активно разводят пчел. Количество хозяйств каждым годом только увеличивается. Недавно в Вилюйский район из Татарстана доставили 100 тысяч пчелосемей, оборудование и необходимую спецодежду. Администрация района на поддержку этого направления выделила 10 миллионов рублей. Напомню, в конце июня в село Сымах Мегино-Кангаласского района для формирования пасеки к началу первого цветения доставили 250 пчелосемей из Удмуртии. Цель нашего визита сегодня – это создание племенной пасеки в республике Саха-Якутия. Было предложение Сергея Николаевича о создании племенной пасеки именно у них в районе. Это первая пасека, которая будет заниматься племенным пчеловодством. Начало побед с 17 по 20 июля в Якутске проходит семинар, визит представителей делегаций потенциальных стран-участниц 8-х международных игр «Дети Азии». Мероприятие проводится с целью ознакомления с организационными моментами проведения соревнований. С гостями встретилась наш корреспондент Мария Кардашевская. Представители 14 стран, заинтересованных в участии в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии», находятся в эти дни в Якутске. На встрече с президентом Международного комитета игр Владимиром Максимовым делегаты смогли напрямую задать интересующие их вопросы касательно логистики, спортивной инфраструктуры, а также условий проживания и питания спортсменов. В любом случае в требованиях по, скажем так, наделению правом проведения игр организационных комитетов имеется такой пункт, как наследие игр. И самое главное наследие, конечно, это те объекты, которые останутся. Игры пройдут, наследие должно работать для населения. И я думаю, что та подготовка, которая ведется сегодня, она даст хороший задел на качественное и эффективное наследие после игр.
Также делегаты посетили спортивные объекты, на которых будут проходить состязания. Среди объектов Центр спортивной подготовки «Триумф», спортивные комплексы «Дохсун» и «Модун», также стадион «Туймада» и плавательный бассейн «Чолбон». Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов. В большинстве из них сейчас идет ремонт, и все они будут к следующему году готовы принять гостей. I think this swimming pool is really model. На мой взгляд, бассейн отвечает всем международным стандартам. Здесь удобно и хорошо проводить международные соревнования для детей. It's okay. It's good enough for the children game. Сами гости отзываются о таком масштабном проекте с почти 30-летней историей, как о весьма значимом для развития не только спорта, но и с политической точки зрения деле. This is very good. Однозначно, Международные спортивные игры Дети Азии – это прекрасный проект по продвижению детско-юношеского спорта. И, конечно, было бы отлично, если наша страна приняла бы участие. И еще очень интересными являются отдельные образовательные проекты Международного комитета Дети Азии. Очень интересно было бы отправить и спортсменов, и тренеров на такие мероприятия. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Буквально считанные часы остаются до запуска обратного счетчика, на котором будет отображаться оставшееся время до старта самого зрелищного спортивного мероприятия 2024 года. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. На этом все. Оставайтесь с нами.